Всем привет! Будем смотреть нож от БРДК УЗ Якутский. Так, вместе с ножом в комплекте шел сертификат, сам нож, ножны из бычьего хвоста. Но более-менее свободно он находится. Нож должно быть видно, что вот просветы есть. По идее, наверное, должен сохнуться будет, но хотя он и так уже сухой, хвост этот. Вот. Единственное то, что краска с ножем переносится на руки. Вот уже цвет поменялся в ладошке. Да, видно уже вот на камере. Уже цвета эти. Так, нож я уже вскрыл и посмотрел. Приехал он вчера. Роликов и обзоров того, как открывают нож, вполне предостаточно. И ну, ничего особо отличающегося от предыдущих роликов там как бы и нету. То есть все добротно упаковано, нормальные пупырки, с брендированным скотчем, брендированным пакетом. Ну, собственно, вот так вот. Такие ножны достаточно симпатичные, нож симпатичный и вкладыш о том, что не является холодным оружием. Сертификат. Вот. Я им уже попробовал поработать слегка, но моя проблема, моя ошибка, то что я с самого начала не проверил режущую кромку. И вот есть один скол. На камеру это вряд ли получится показать. И вопрос в том, появился этот скол после того, как я пробовал резать мясо мороженое, или когда я резал веточки, или пробовал строгать деревяшки. Ну, собственно, сколов я сейчас, кстати, смотрю, их тут. Вот он один, вот в этом месте находится. И я не знаю, был ли он до открытия или после, потому что после того, как я его открыл, я это не проверял. Вот. Соответственно, нож я пробовал по мясу, по веточкам и по дереву, по сосне и по ореху. Ну, собственно, сейчас то же самое и попробуем сделать. Вот ножны, вот дощечка, мороженое мясо. Это то, что я настрогал вчера. Сюда переложим то, что настрогаем сегодня. Молодой бычок. Вот кусок мяса, не костей, ничего. Просто мороженое мясо. Мороженое, в общем. Да. Так, в кадре как оно будет. Надо вот так вот, наверное. Ну, собственно, берем и режем. Хоп. Вот. Строгает знатно. У меня есть ножи кухонные, но по мороженому мясу они работать, в общем, отказываются. Ну вот, строгает вообще прекрасно. Потолще можно брать кусочки. Ну, в общем, отлично работает по мороженым изделиям в виде говядины. Ну, собственно, кто бы еще разбирался лучше в инструментах для подобной деятельности, как не представители северных народов, у которых это образ жизни соответствует. В общем, все режет. Отлично. Так, так, так. Мясо берет мороженое. Супер. Далее. Нужно проверить твердость. Я уже проверял. Ну, она, наверное, около 60 единиц. Взял специально бутылку побольше, чтобы было видно. Берем обух и пробуем. Так, видно, да, на камере. Оп, след остается. Ну, не такой агрессивный, конечно, но есть. Царапает бутылку.
Вот, царапины остаются. То есть твердость достаточно нормальная. Вот, видите, грызет прям. Бутылки, скажем так, режет. Теперь, ну там, заточить колышек, еще что-то. Тоже отлично справляется. Но с мягкими породами. Оп. Вон оно. Строгает, все отлично. Свечу можно сделать. Но это мягкое дерево, это сосна. Либо елка. Ну, то есть мягкая порода. Достаточно хорошо просушенная. Ну, работает нормально. Так, если берем какое-то дерево посерьезнее, типа ореха, там уже, конечно, все сложнее. Ну, нужно еще плюс учитывать то, что положение не очень удобно будет для работы с орехом. Вот. Орех грецкий. Так, видно? Да, должно быть видно. С орехом уже гораздо все сложнее. Но тут и дерево более серьезное. Но, тем не менее, строгает, работает. И тяжелее, конечно, идет. Но это логично. Как бы и дерево, скажем так, поплотнее имеет структуру. Работает, в общем. Единственный вопрос только со сколом. Произошел ли он при разделке мяса, либо стругании, либо подрезании веточек, либо он был. Ну, насчет того, что он был, наверное, сомнительно, потому что новый нож. И при работе, если это действительно из-за работы произошел скол небольшой, вот здесь вот маленький совсем, то они проявятся и дальше. Вот. Что еще нужно проверить? Нужно еще проверить это то, что это нержавейка. Вот это раствор азотной кислоты. Вот он здесь, короче. Берем зубочистку. Проверяем. Вот так, что-то мало. Надо как-то посерьезнее. Так, зубочистки мало, не хватает. Возьмем проволочкой. Проволочка с нержавейки, она тоже. Вот, накапали. Никаких коррозийных эффектов не наблюдается. Видно, что жир вокруг вот этого пятна, скажем так, расползся. Так, теперь берем простое железо, которое ржавейка. И смотрим, что происходит, если мы на ржавейку это наливаем. Вот. Раз. Тик. Она начинает темнеть. Темнеет. Вот такие вот пироги. Обычное железо темнеет, это не темнеет. То есть коррозию выдерживает. Это очень хорошо, потому что обычная среда, она совершенно не такая агрессивная. Поэтому при обычной эксплуатации не будет корродировать. Это очень хорошо. Так, вот с кислотой. Из неприятного момента то, что мажется ножны. Ну, это вполне логично, потому что кожа красится. И, скорее всего, после использования оно все
ну, как бы стабилизируются. Станут они, скорее всего, посветлее ножны. Выгорит еще немножко краска. На солнце сильно немножко краска. На солнце сильная. Вот. Сам нож сделан достаточно добротно. Мне нравится. Немного лезвие чуть-чуть неровное. Но оно неровное, скорее всего, потому что кованый дол. И оно выглядит, что типа неровное. Ну, небольшая дуга есть, но на какие-то рабочие моменты оно не сильно влияет. В руке лежит хорошо, удобно. Ну, у меня рука как бы не маленькая, мне бы желательно, наверное, чуть-чуть потолще рукоятку было бы. Но кто же знал, как говорится. Для своих задач вполне годный инструмент. То, что стоит дорого, это момент совершенно иной. Ну, в плане того, что хорошие вещи дешево стоить не могут. Здесь сталь должна быть прям Chromax PM, насколько я помню, по заказу. И она должна быть достаточно живучей. Вот. То есть дорогая сталь, дорогое изготовление. Ну и самое важное, то что надо поддерживать своих, кто что-то действительно производит. А это, ну, самое настоящее производство, причем очень полезное. Вот. Нож рабочий, свои функции выполнять будет достойно, я надеюсь, если кромка не будет крошиться. Ну, посмотрим, как оно в работе будет все показывать. Пока непонятно только вот где один скол словил и почему. Вот это пока я не понял. Вот. Но, как говорится, работа все покажет и все выявит. Пока отзывы положительные и впечатление приятное. Вот. Красиво, функционально. Я рад. Вот так вот.